بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня мы сделали анонс на свободный урок на тему таджвида, и делая как бы предисловие к этому нашему открытому уроку, я бы хотел чуть-чуть рассказать про ценность обучения Корану и преподавания его. И хотел бы вам прочитать хадис, известный нами всеми, который передается от Усмана ибн Аффана, радийаллаху анху. Этот хадис передает аль-Мухдис Бухари, Сахих аль-Бухари, сборник Бухари, под номером 5027 хадис. В этом хадисе Усман ибн Аффан, радийаллаху анху, говорит: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва алламаху». Лучшим из вас является тот, кто обучился Корану и преподавал его другим, и обучал его другим, или же ему другим. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. И Абу Абдуррахман стал преподавать Коран с имарата, то есть со времен правления Усмана ибн Аффана до тех времен, пока он не застал Хаджаджа ибн Юсуфа ат-Thaqafi. И он сказал, Абу Абдуррахман сказал: «Вадалика аллади ак'адани мак'ади хада». И это то, что усадило меня, или же привело меня к тому месту, на котором я сейчас сижу. Это текст хадиса. То есть, и это то, что привело меня к этому месту, или же к этому положению. То есть, что наилучшим из вас является тот, кто сам обучился Корану и обучал ему других. Далее шарх к этому хадису. Аль-Кур'ану аль-Кариму каляму Аллахи аль-Мукаддасу. Священный Коран является святой речью Аллаха Субханаху ва Та'аля. وفيه أحكامه وأوامره ونواهيه. И в этой книге есть религиозное постановление Аллаха, его приказы и его запреты. ومواعظه, и также проповеди от Аллаха Субханаху ва Та'аля. وغير ذلك من المعاني النفيسة التي تستخرج بالتدبر والتعقل. И также другие полезные смыслы Корана, дорогие, ценные, которые выводятся из Корана посредством размышления и раздумия над ним. Мусульманин также, от мусульманина востребовано чтобы он был знающим Коран, знающим его тексты Корана, ومعرفة ألفاظه ومبانيه ومعانيه, чтобы он был знающим также смыслы Корана и его определение. وخير الأعمال وأنفعها للفرد والمجتمع هو تعلمه وتعليمه. И наилучшим деянием как для одного человека, так и для всего общества является обучению Корану и преподавание его дальше. هو طريق الهداية والصلاح. И это есть путь, прямой путь и путь маслахата, то есть наилучший путь, который приводит к исправлению положения на наилучшую сторону. И в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывает на то, что наилучшим мусульманином
и наивысшей степени прославления у Аллаха Субханаху ва Тааля и является человек, тот, который обучился Корану тилаватан ва хифзан ва тартилан, тилаватан ва хифзан ва тартилан, чтением, обучением его, заучиванием его и с познанием его смыслов. И также тот человек, который передавал этот Коран дальше фикхан ва тафсиран, с его смыслами, то есть преподавая людям дальше понятие этого Корана и его смыслы. Понятие этого Корана и его смыслы. فأصبح عالما بمعانيه فقيها في أحكامه, и который стал знающим его смыслы и сведущим о его религиозных проявлениях, то есть повелениях Корана, сведущим о религиозных повелениях Корана. وعلم غيره ما عنده من العلوم القرآن وعمله به, и также который преподавал этот Коран далее от себя, то есть то, что есть у него от Корана, а также применяя его в свою жизнь, то есть совершая деяния соответственно этому Корану. وإلا, а если человек не руководствуется Кораном, если он, зная что-то из Корана, не преподает его дальше, не обучает людей этому и сам не действует соответственно Корану, وإلا كان القرآن حجة عليه, то в таком положении Коран станет доводом против него, وليس حجة له, но ни в коем случае не доводом за него. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном известном хадисе: «Валь-Курану худжатун лака ау алейка». И Коран будет то ли доводом за тебя, то есть имеется в виду, если мы будем соответствовать Корану, он будет доводом за нас. «Ау алейка», сказал он, или же он будет доводом против тебя, если мы будем идти наперекор и вразрез ему. Валь-аяду биллах. То есть мы читаем шарх этого хадиса, да? «Фахайру наси ман джамаа байна хадайни л-васфайни». И наилучшим из людей является тот, кто воплотил в себе эти две качества. Какие две качества? «Ман тааллама ал-Кур'ана ва аллама». «Ман тааллама ал-Кур'ан ва аллама ал-Кур'ан». Тот, кто обучился Корану и преподавал его, и обучал ему. И наилучшим из людей является тот, кто соединил эти две качества в себе. Это обучение Корана себе и обучение ему других. И Саад ибн Убадат говорит, и Абу Абдуррахман, то есть Ас-Сулами, Абу Абдуррахман Ас-Сулами, он стал преподавать людям Коран со времен правления Усмана ибн Аффана до тех времен, пока он не застал Хаджадж ибн Юсуфа ат-Thaqafi. وهي مدة طويلة, а это очень большой отрезок времени, со времен Усмана до времен правления Хаджадж ибн Юсуфа ат-Thaqafi. И сподвигло его к этому хадис, который он услышал от Усмана ибн Аффана, вот этот хадис, который мы зачитали ранее, и сподвигло его к этому, чтобы он преподавал людям Коран столь долгое время с такой продолжительностью. Хадис, который он услышал от Усмана, о превосходстве человека, который обучился сам Корану и обучал его других. И этот хадис усадил Абу Абдуррахмана Ас-Сулами на то место, в котором он пребывал, это долгое. То есть во все это время он занимался только тем, что ранее он сам обучался Корану, а далее он со времен Усмана ибн Аффана и до времен Хаджаджа ибн Юсуфа он только то и делал, что преподавал Коран. وأشار به إلى مقعده الذي كان يقرئ الناس فيه. И он указал этим самым на место, сидя на котором он преподавал людям. И также в этот смысл входит то, что
он подразумевал, то есть Абу Абдуррахман ас-Сулами, то, что он подразумевал, المقعد الرفيع والمنصب الجليل الذي حصل له مع طول المدة ببركة تعليمه القرآن الكريم للناس. То есть, что он говорит? И смысл этого хадиса является тем, что сподвигло меня к тому, чтобы я сел на это место. То есть, это послужило тому, что я оказался на этом месте. Также эти слова, этот текст подразумевает под собой смысл того, что величественное место, возвышенное место, то есть человек, который преподает Коран, его положение среди людей является возвышенным. Люди его уважают не потому, что он был сам Абу Абдуррахман ас-Сулами, а потому, что он именно преподавал книгу Корана, субханаху ва та'аля. И он, указывая на это, говорит: «Валлади хамалаху аля залика хуа аль-хадису аллади». И то, что меня сподвигло к тому, чтобы я отдал этому всему, то есть преподаванию Корана, столь долгий отрезок своего времени, то есть из своей жизни, то этот хадис, который указывает на превосходство преподавания Корана, обучение его самому и преподавание ему. То есть Абу Абдуррахман ас-Сулами говорит тем же самым, что посредством благодати Корана этот Коран возвел меня на возвышенное место среди людей. И посредством этого Корана я стал уважаемым и почитаемым людьми. В этом хадисе указание на превосходство Корана, на святость Корана, и также превосходство его обучения и преподавания. Также в этом хадисе фадлу хамиль аль-Кур'ани ва муаллимихи, превосходство, достоинство. Хамиль аль-Кур'ан – это носитель Корана. Будь то хафизам, тот, кто заучил его, то есть заучил и применил его в свою жизнь, то есть поступал соответственно Корану. Ва муаллимихи, и тот, кто преподавал его дальше также. И также в этом хадисе указание на то, что аннаху хайруль му'минина, он является наилучшим из числа уверовавших людей. Лианнаху а'замухум наф'ан ва ифадатан, потому что он более всех приносит пользу эту умму, и от него исходит польза. То есть, если человек обучился Корану, но не преподает его дальше, он для себя его обучил. То есть обучился, чтобы правильно читать. Да, ему за это будет награда. Конечно, ему за это полагается награда. Пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалям, в смысле своего хадиса. Всеми нам известный хадис. Тот, кто прочитает одну букву из Корана, ему за это полагается 10-кратное воздаяние. И я не говорю, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что алиф лам мим это буква. Нет же, сказал он, алиф буква, лам буква и мим буква. И также есть указание на то, что Коран надо правильно читать. Одним из указаний на это и повеление от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, вараттилил Корана тартиля, и читай Коран соразмерным чтением, то есть правильным чтением читай Коран. От пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман лам ятаганна бил Коране фалайса минна», тот, кто не читает Коран на распев, то есть имеется в виду по правилам Корана, тот к нам не относится, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И человек, который обучился только для себя, да, ему будет за это награда, ему будет за это воздаяние. Но польза остается только в нем самом. Его польза не переходит к другим. А тот же человек, который обучился, и после своего обучения он стал преподавать другим, обучать других, передавать смыслы Корана, будь то тафсир, или же правильное его заучивание, то польза от такого человека переходит и к другим. И за счет этого, что он более полезен для мусульман, за счет этого и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на него, сказав: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва аллямаху». Наилучшим из вас является тот, кто обучился Корану и обучал ему других. Понимаете?
И мусульманину подобает самая первоначальная цель Корана. В чем заключается самая первоначальная цель Корана? Так это в том, чтобы мы руководствовались Кораном. Да, мы его должны знать, читать правильно. Почему? Потому что Аллах, субхану ва тааля, ниспослал его именно, как сказал сам Коран в суре Аш-Шуара, если я не ошибаюсь, суре Аш-Шуара, «Иннаху латанзилу мин раббил аламин». Поистине этот Коран, он ниспослан, «Иннаху латанзилу мин раббил аламин», от Господа миров, «Назаля бихи рухуль амин». Снизошел с ним, то есть с этим Кораном снизошел рухуль амин, то есть Джабраиль. «Аля кальбика», до твоего сердца снизведен этот Коран, «Литакуна миналь му'минин», для того, чтобы ты стал из числа уверовавших. «Билисанин арабийин мубин», сказал Аллах субхану ва тааля, на ясном арабском языке. И чтобы Коран читать правильно, как говорят ученые таджвида, чтобы Коран читать правильно, надо возвратиться к правильному чтению, то есть к исконному чтению арабов. А это те времена, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. К тем временам надо не на том языке, на котором сейчас разговаривают арабы, а именно к тем временам, то есть к истокам, в каком времени был ниспослан Коран, к чистому литературному языку. Вот так вот правильно надо читать Коран. Надо его вот так вот, да, его надо вот так вот правильно читать. Почему? Потому что несоблюдение тех или иных норм и правил чтения Корана на корню искажают смысл слова. На корню искажает смысл слова. Вот примерно, как меняет ударение смысл слова. Сегодня на уроке с детьми в мадрасе у меня был такой случай. Они параллельно проходят и курсы арабского языка, и таджвид вместе со мной. И у нас в примерах, мы сегодня с ними проходили тему танвина, там у нас приходит слово садикун. Садикун. Я у них спрашиваю, так как они обучаются и арабскому языку, я у них спрашиваю, как переводится садикун? Они говорят друг. Они в чем? То есть корень этого слова, буква сад, даль и каф, на этом же самом корне и основано слово со смыслом друг. Но через другое удлинение. Садикун – это друг. Садикун – это друг. Когда ударение идет на касру под буквой даль. А если же садикун, садикун, вроде бы одинаковые слова, да? Садикун, садикун. Но если садикун с удлинением после буквы сад, то это будет праведный человек, то есть правдивый человек, правдивый вернее, тот, кто не лжет. А садикун, то есть садикун, это будет друг. Видите, как меняет смысл ударения. Не там поставленное ударение, не так сделанное ударение меняет смысл Корана. Несоблюдение ташдида меняет смысл Корана. Несоблюдение правильного произношения буквы меняет смысл Корана. А несоблюдение правильного свойства Корана меняет его смысл и также других правил. И что я хочу этим самым сказать? Мусульманин должен уметь правильно читать Коран, да так, чтобы не искажать его смысл. Но изначальная суть Корана в чем? В том, чтобы мы руководствовались им. Как сказал Аллах субхану ва тааля, алиф лам мим, в начале второй же суры Аль-Бакара. Алиф лам мим, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Эта книга, в ней нету сомнения. Или же, несомненно, эта книга является «Худан лиль муттакин», путеводителем для богобоязненных людей, то есть конституцией, говоря на понятном нам языке, конституцией для людей богобоязненных является эта книга. То есть в первую очередь мы должны ею руководствоваться. Это изначальная цель
ниспослание этой книги до нас. А уже второстепенным идет. Вот Коран – это такая благословенная книга, что даже от ее простого чтения, не понимая его смыслов, от простого его чтения нам будет за это награда. От простого его чтения, не понимая его смыслов, Коран будет заступаться за нас в могиле. Коран будет заступаться за нас в день страшного суда. Конечно же, если мы жили соответственно этому Корану. Они перерез ему. Они по своим страстям. Не так, чтобы потакать своим страстям, заучивать одновременно Коран, чтобы он стал за нас заступником. Нет. Аллаха Субхану ва Тааля ничем не обманешь. Он прекрасно знает, что утаивает наши сердца. Иннаху я'ламу ма тухфи ссудур. Он знает, что утаивается в сердцах, в нашей груди, как сказал Аллах Субхану ва Тааля. И коротко то, что я хотел вам сегодня перед этим самым нашим уроком довести, это ценность, достоинство, величие самого Корана и того, кто обучился ему и обучал ему других. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.